учился в техникуме, поступил в комсомол в 1943 году, 5 ноября. Меня, значит, признал наш Каркаринский райвоенкомат. Вот, по комсомольской путевке. Уже в ноябре месяце меня забрали в армию. Учился я в Петропавловске, учебном дивизионе. Вот. Потом, значит, от Петропавловска поехал, где у нас в Могилев отправили на воздушно-десантные войска. А если так, я могу читать, значит. Вот. А начал, значит, когда после Могилева нас перевезли в Польшу. Уже там я начал свой боевой путь по уничтожению группировок. Вот. После уничтожения группировок, значит, Польша нас опять перебросили в Венгрию. Там уже защищал город Секирвар, Натканиш, Дрезден и другие. В пехоте был войсковой, не в десантах, уже в пехоте. И потом, значит, после Секирвара нашему дивизии был приказ, командир дивизиона приказал нашему полку перебросить это на озеро Балатон. Вот. И на озеро Балатон мы там уничтожали, значит, власовцев. И это в лесах. И когда я, значит, вышел с окопов, ночь на 21-22, нас, значит, это перебросили под озеро Балатон по решению власовцев и это немецких войск. И мы ходили в лес, протестовали, значит, и это, когда ранили меня 25 марта, и перевезли обратно, значит, в Санбате, на поле лежал 3 дня. Потом меня в Санбат привезли. В Санбата в госпитале, в Секирваре лежал я. Вот. 9 мая я праздновал тоже в госпитале, а ранил меня 25 марта 1945 года. День Победы я лежал тоже в госпитале, в городе Шаховшан. Вот. Оказывается, когда помогала артиллерия на Балатоне, наш был сзади командующий артполком Икибаев Каребжан. Вот. Это мне уже сказали в госпитале, что он тоже, говорит, это раненый погиб 5 мая, перед Днем Победы, не дожил до победы. Это наш Каребжан, земляк мой каролинский. Это я уже в госпитале дал, что он наш земляк, как разговаривали, и мне сказали, что говорит, это ваш земляк там командовал. Вот. Но с госпиталя, значит, я уже пролежал там 7 месяцев, приехал в город Каролинск, продолжал учиться в техникуме, 14 лет технику проработал. Техникум меня забрали в Каркаринское управление, где я проработал 20 лет. Награда, значит, мне, это сказали в госпитале, что вы, говорят, награжденные. А в госпитале я не получил, а получил уже в Каркаринском райвоенкомате. Орден, это медаль за боевые заслуги. Но потом уже мне после дали это орден Отец войны. Вот так вот. И уже, что же я говорю, сейчас прошу перед президентом, перед теми, чтобы мне дали машину Запорожец или какую-то там, любой марки. Но не знаю, как поможет или нет. Вот так вот. Поздравляю, скоро мы должны праздновать 60-летие Великий Отец войны, который для нас очень дорогой. И поздравляю я Аманбаева Султана, Абдраимова, Еделю Сиза, Пищеву Марию, Аренова Ахмедбека. Желаем счастья, здоровья, благополучия, чтобы жили до 100 лет. Вот. Я все время с молодежью встречаюсь в техникуме, в Каркаринской, совершенно номер 1, и также в других это библиотеки, вот, в музее бываю, вот так вот. День Победы для меня очень дорогой. А ветеранов нас осталось очень мало. А годы все летят, незаметно. А ветеранов остается мало. Праздновать, вот, 60-летие Великой Отечественной войны, наш День Победы. Я вам желаю счастья, здоровья. И будьте вежливы
с учителями, с нами, стариками. Всегда, чтобы вы уступали дорогу им, были преданы нашему молодому Казахстану, берегли наш город Каркаралинск, нашу каркаринскую природу.